что, Максим, я так понимаю, у вас открылся сезон? Да, у нас сегодня праздник, можете нас поздравить. И у нас сегодня открытие сезона, большой праздник. Тут порядка 60 человек играет. Приурочено к Великой Отечественной войне. Это делается для того, чтобы патриотическое воспитание молодежи воспитать. Раньше было же это Зорница, ГТО, там начальная военная подготовка. Сейчас всего этого нету, и мы вот все решили в пейнтболе соединить. И там и кросс, и Зорница. Ну, в этом году мы еще больше должны сделать. А какие будут еще площадки построены? Площадки будут, мы начали 5-ю площадку, но не закончили окопы с блиндажами, чтобы как окопная война, Вторая мировая, приблизить. Так, а еще какие? Еще хотим город сделать, дома фанерные. Мы каждый год новое оборудование закупаем, потому что в прокате все изнашивается. Как говорится, все равно война. Человек ползает, ее постоянно каждый раз попадают. Ну, все чистим, но все равно изнашивается. И каждый год по-новому все закупаем. Маски, автоматы, одежду. Вот так вот открывают сезон пейнтболисты. Вчера вот у нас идет игра суперфинал Сахава. Так уже стали трехкратными чемпионками суперфинала Сахава. Ну, у нас команда университета, сборная. Все девочки учатся в университете в разных факультетах и институтах. Не только физкультурники, есть инженерно-технический факультет, финансово-экономический институт. Все мы тренируемся в Фене. Называется, если среди клубных команд у нас команда Сергалях, а если среди муниципальных образований у нас команда СУФУ, университет. Ну, воспользуясь случаем, мы хотим поблагодарить нашего ректора Евгению Исаевну Михайлову за нашу поддержку, за наши выезды и понимание. Спасибо вам большое. Волейбол – мой спорт!
сегодня очень хорошо играют. Не то, что когда мы играли. Отличные игроки. Особенно Сергеляв команда и команда Чураптинского института Маркчан. И очень рад, что сегодня играла команда киргизских парней. Наш волейбол якутский развивался, усовершенствовался, чтобы было много болельщиков, много хороших спортсменов. Я пятикратный чемпион республики в сборной команды города Якутска. Вот поэтому я вот с утра до вечера вот эти 2 дня здесь находился. Это соревнования очень хорошие, конечно. Надо, значит, постоянно именно проводить. Это волейбол очень самый массовый вид спорта. Волейболом можно играть круглый год. Сейчас спортзалов много. Летом, пожалуйста, на улице, а зимой в спортзалы. Это волейбол. Если взять из всех видов спорта, который можно играть круглый год. Я очень рад, что вы сейчас проводите очень много соревнований по волейболу. Потому что молодежь, молодые люди должны, значит, расти крепкими, здоровыми, чтобы стать полезными для своей республики, для своей родины. Я желаю всем участникам волейбольных соревнований и их организаторов больших творческих успехов в труде, спорте и личной жизни. Ну, игры все хорошие, сложные, как говорится, команды все прибавили. И игры были все, как говорится, очень интересные. Ну, мы старались, занимались, настраивались на победу. И, как видите, вот первое место у нас есть и среди мужчин, и среди женщин. В преддверии 5-х международных спортивных игр «Дети Азии» по всей нашей республике по разным сферам деятельности идут подготовительные работы. Ведутся переговоры с иностранными коллегами, проводятся ремонтные работы, набираются ряды волонтеров. Не должны оставаться в стороне и наши дети, ведь именно им посвящены предстоящие игры, являющиеся самым масштабным спортивным и культурным мероприятием в республике. С этой целью приобщения учащихся к здоровому образу жизни и массовому спорту Национальным фондом возрождения Бар-Гары при президенте Республики Саха-Якутия и республиканскими детскими газетами «Кескил» и «Юность Севера» при поддержке Министерства образования Республики Саха-Якутия проводятся конкурсы и викторины с общей тематикой международных спортивных игр «Дети Азии». В частности, по всей республике проводится республиканский заочный лыжный и пеший поход Якутск-Сочи. Главная идея заочного похода заключается в единстве духа всей республики. Заочный поход означает лыжный и пеший поход вблизи своего населенного пункта. Пройденный путь каждого ребенка суммируется. Таким образом, участникам всей республики должен быть пройден путь в 9409 километров расстояния от Якутска до Сочи.
На сегодня пробежали учащиеся Ленского, Хангаласского, Усалданского, Мегино-Хангаласского, Верхоянского, Верхневилюйского, Горного, Амгинского, Чурапчинского, Татинского, Аймеконского, Среднеколымского, Нижнеколымского, Айлаховского и Винно-Батентайского, Усть-Майского районов. В ближайшее время эстафету готовят принять Булунский и Анабарский районы. Заочный поход вызвал интерес как у детей, так и у взрослых. Такой совместный поход хорош именно тем, что он сплачивает, и в нем может принять участие каждый, независимо от класса и спортивных данных. Пройти можно как на лыжах, так и пешком. Так как лыж иногда не хватает, несмотря на такую нехватку, есть школы, которые выходят в поход всем дружным школьным коллективом. Поддержим таких активистов, которые не боятся трудностей и всегда держатся вместе. Ты болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Внимание! Долгожданное событие! Началось распространение дисконтных карт Саха-Карт. Не упусти шанс получить скидку более чем в 100 магазинах города Якутска. Вопрос, как получить? Звоните по телефону 21 62 88. Подробности на сайте saha-kart.ru. 14 апреля республиканский турнир по спортивному пейнтболу. Не пропустите, справки по телефону 755 880.